В Якутии начинает поэтапно снижать грузоподъемность на ледовых переправах. Уменьшать тонны, разрешенные для проезда, начнут в конце марта. Какова сегодня ситуация на зимниках, знает Саргалана Неустроева. Ежегодно жизни тысячи жителей республики подвергаются опасностям на зимних переправах. В целях предостережения граждан сотрудниками МЧС и управлениями дорог ежегодно принимаются уже традиционные меры – инструктаж водителей, патрулирование, а также ограничение грузоподъемности. На каждой переправе установлен знак с допустимой грузоподъемностью льда. Однако на некоторых переправах не установлен пункт весового контроля, поэтому работа по усмотрению мер предосторожности лежит на совести самих водителей. И кто-то эти меры соблюдает, а кто-то в прямом смысле полагается на Божью помощь. Во-первых, я стараюсь переправляться непосредственно, когда открыта ледовая переправа. И, как вы заметили, в несанкционированных местах. То есть я стараюсь избегать эти места. И всегда там, где разрешено. Санкционированные, несанкционированные все равно испокон веков ездили и будут ездить. В прошлом году 4 людей погибло на несанкционированных переправах. Но это воля Божия была. С такими божьими экстремалами не церемонятся. За переправу в неположенном месте полагается штраф от 3000 до 1 000 000 рублей. И даже несмотря на очевидную опасность и угрозу административного правонарушения, люди продолжают рисковать. Мы ведем статистику конкретно по гибели, людей. К сожалению, такие 2 случая у нас были. Это, в прошлом году на переправе через реку Лена по направлению Хатаса-Павловск погибло 2 человека. И в Жиганском районе, когда из Булуна в Якутск ехали машины, и, к сожалению, также провалилась машина, и погибла семья, тоже 2 человека, муж с женой. Уже с 26 марта на переправах Якутск, Нижний Бестях и Хандыга Мегина-Алдан планируется запретить проезд автомобилей общей массой свыше 30 тонн. Далее с первых чисел апреля вес допустимой грузоподъемности будет снижаться, а примерная дата закрытия переправ – 16 апреля. На территории республики на сегодняшний день функционирует 51 ледовая переправа. Из них 6 федерального, 5 республиканского и 40 муниципального значений. В связи с погодно-климатическими условиями весеннего времени года, повышением температуры наружного воздуха существуют риски провалов людей и техники под лед. Сроки понижения тоннажа и закрытия могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют водителям соблюдать все правила ледовой переправы. Ведь сэкономленные несколько минут могут стоить вам целой жизни. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск.